Понедельник, 14 октября 2024 года, 9 часов и 1 минута в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Именно так. Программа «Аспекты Республики» на своем месте на канале «Аспекты Башкортостан». Ну а следом и в телеграм-канале в виде аудиозаписи. Есть определенная часть аудитории, которая нас смотрит не в видеоформате, а слушает в форме аудиоподкастов. Это значит что? Это значит, так или иначе, несмотря на все события последних дней, недель, месяцев, может быть, даже, издание продолжает свою работу и намерено так или иначе эту работу продолжать. Я, как основатель этого издания, сделаю все для того, чтобы, несмотря на удаленность, несмотря на сложности, о которых мы сейчас будем говорить, так или иначе будем с вами взаимодействовать. Вы хотите получать альтернативную информацию, вы хотите видеть и слышать дискуссии, вы хотите слышать какие-то суждения тех людей, кто к этому изданию отношения имеют. Поэтому мы, эти самые люди, не намерены сдаваться. Жду ваших комментариев в этой трансляции, жду ваших лайков. Мы сегодня обсудим текущую информационную повестку, как обычно. Посмотрим небольшой видеофрагмент. Это скорее редкость для моих включений, но будем стараться, вопреки всем бедам, как раз-таки делать так, чтобы наоборот наши эфиры были содержательнее, лучше, разнообразнее. Особенно если будет сохраняться та помощь, которую вы время от времени, иногда часто, иногда редко, но все-таки оказываете изданию «Аспекты Башкортостан». Вновь над моим плечом появляется плашка, где уже ни много ни мало написано на существование канала. Действительно, вопрос встал ребром, ну и в процессе нашего разговора сейчас, в общем-то, вы сами все поймете. Поэтому давайте послушаем нашу отбивочку и начнем содержательную часть. Вижу ваши комментарии, вижу, благодарю за то, что присоединяетесь. Алие за доброе утро, Вадиму и Руслану Гельманову. Жду остальных, как говорится. Вы обратили внимание, прошлая неделя была сумбурной, в том смысле, что эфиры то были, то не были, то срывались, можно сказать, но так или иначе выходили. Действительно, я напомню для тех, кто пропустил, есть тому причины. Одна из причин – это ликвидация физической студии «Аспектов» в Уфе, выселение редакции из того помещения, в котором редакция находилась многие годы. Вот. Дальше возникали обстоятельства личного характера у части коллектива, и вот эти обстоятельства вылились уже, можно сказать, в решение. Выстраданные, мучительные решения, но все-таки решения. Знаете ли, вода камень точит, говорят, и бесконечно сопротивляться злу, может быть, и хотелось бы, но, к сожалению, это крайне затруднительно, особенно тогда, когда ты находишься среди всего этого всеобщего зла. Я имею в виду, конечно, тех людей, кто, находясь внутри России, Башкортостана, находясь в Уфе, продолжал делать аспекты для вас. Вообще не только аспекты, конечно, можно говорить про любую независимую журналистику, но аспекты в частности. И я сейчас говорю про нашего замечательного коллегу, главного редактора Разифа Абдуллина, журналиста с большой буквы, мэтра башкирской журналистики, опытнейшего человека, уважаемого человека, который, в общем, был с нами до последнего. Руководил редакционной политикой, занимался сбором новостей, общался со спикерами, вел большую часть эфиров, прежде всего из той самой студии, которая продолжала работать в Уфе. Но давление
оно, как мы уже сказали, никуда не делось, наоборот, оно усиливалось в последнее время. И Разиф Рауфович принял решение отойти от активных дел, скажем так, да, покинуть, к большому сожалению, издание «Аспекты». Я не берусь как бы добавить сюда каких-то личных ноток в том смысле, что человек любой не находится в безвоздушном пространстве, и любое решение принимает ввиду непростого синтеза, скажем так, многочисленных факторов, многочисленных каких-то воздействий со стороны, от какого-то, возможно, ближнего окружения и так далее. Поэтому само решение здесь я никак комментировать не могу. Могу лишь предполагать с высокой степенью вероятности о причинах этого решения. Безусловно, в любом возрасте, знаете ли, вот это вот давление, оно не может обойти стороной человека. Ну а если ты уже имеешь за плечами огромный багаж, то, к сожалению, наверное, с этим совладать становится еще более сложно. Вот. Я надеюсь, я верю, я уверен даже, что Разиф Рауфович, он сохранит верность принципам той самой независимой журналистики, с которыми работал многие годы и работал в последние более чем 2 года на «Аспектах», а до этого еще на «Эхе Москвы» в Уфе. Вот, сохранит себя в том или ином виде в профессии. Не все на этом потеряно, не побоюсь этого слова. Тем более, что мы, как издание, опять же, с теми людьми, которые остались, и те, которые хотят присоединиться, таких, кстати, достаточно, мы сдаваться не намерены, мы будем лишь злее, знаете ли. Если до сих пор издание, ввиду того, что присутствовало физически в республике, продолжало соблюдать, знаете ли, горе-законы, которые в стране написаны, называя военные действия СВО, например, ну и далее по списку, то, знаете ли, с развитием событий нужда это делать отпадет окончательно, и, соответственно, какие-либо приличия соблюдать вообще уже не придется. Ну, мягко говоря, во все тяжкие пустимся, да? То есть и я со своими комментариями уже вокруг да около ходить, наверное, перестану. Почему я должен буду это делать, если с той стороны, скажем так, да, баррикад, наши контрагенты повели себя вне правил игры и пошли в атаку, используя, так скажем, запрещенные приемы. Давайте, кстати говоря, на эту тему рассуждать вместе. Что вы думаете? Стоит ли действительно, ну, мягко говоря, сорвать пломбы, да, сорвать покровы и перейти в наступление по всем фронтам в самой жесткой форме? Так. Кстати, вот тут вот то, что Альберт писал по поводу Разифа Абдуллина, что редко стал появляться, но до этого он был действительно в отпуске. Вот, а то, что я сейчас рассказываю, это как раз-таки уже события последних дней. Ну, в общем, дабы проиллюстрировать вот эти вышесказанные слова, давайте возьмем все-таки пару публикаций из так называемых помойных телеграм-каналов. Мы их называем так, поскольку это, как правило, анонимные источники, которые занимаются оголтелой пропагандой в пользу власти, в данном случае республиканской. Уж извините, друзья, до тех пор, пока ваши каналы не будут иметь официальных, скажем так, лиц, которые имеют имя, фамилию, узнаваемое лицо, мы будем называть вас помойными. Вот в чем, знаете ли, и сила, и слабость одновременно работы «Аспектов. А в том, что мы работали всегда открыто. Любому человеку всегда было известно, кто являются лицами, голосами этого издания. Об анонимности речи не шло никогда и не может идти в принципе. Мы всегда работали с открытым забралом, в отличие от тех, кого я вынужден цитировать, но для того, чтобы вы понимали происходящие события, я должен об этом говорить.
Э, Публикации в телеграм-канале, значит, под названием «Системный пестицид». Обычно, когда они касаются республики, они репостятся вот теми самыми местными пабликами. Техасом Хабирова, нефть, мед Муртаза и так далее, и так далее. Вот публикация от 9 октября в двух частях называлась следующим образом. «Как «Эхо Москвы» продолжает работу в Башкирии». То есть, извините, они попытались Америку, что ли, открыть этим заголовком. Вот я лично, вообще аспекты никогда не скрывали, что мы являемся, если не правопреемником, то идейным преемником редакции «Эхо Москвы», как минимум в Уфе. То есть мы действительно и команда в виде людей, и по стилю, и по принципам своей работы всегда следовали принципам «Эхо Москвы». И делали это вполне открыто, опять же, ни от кого не скрываясь, взаимодействуя, особенно в первое время, в том числе с представителями республиканской власти, которая с удовольствием это делала, потому что считала, справедливо считала нас, знаете ли, цивилизованными участниками журналистского рынка, так назовем это. Так вот, этот самый пестицид рассуждает на тему того, что на днях суд признал издательницу пруфов Рауфу Рахимовой виновной в дискредитации, что она раскачивала, дескать, в регионе протестные антироссийские настроения. Знаете, я извиняюсь заранее за те цитаты, которые я оттуда буду брать. Как правило, буквально каждое слово можно разбирать по косточкам, опротестовывать и объяснять абсурдность использования этого слова. Но я, наверное, не успею просто-напросто за предоставленное мне время вот полностью все это разобрать. Вот эта первая цитата, раскачивание протестных антироссийских настроений, она уже, да, совершенно неуместна, поскольку работа против власти, даже если она ведется более или менее последовательно, это никак не работа против России как таковой. Еще раз, да, я призываю вас помнить, как минимум вас, помнить о том, что власть и страна – это раздельные понятия, и отождествлять их не нужно ни в коем случае, и никогда это делать недопустимо. Власть может быть преступной, она иногда такой является. Это люди, которые узурпируют эту самую власть, присваивают ее себе и никого близко не подпускают. Разумеется, в этом случае конкретно эти люди являются объектами будущего преследования по справедливости. В общем, тут про Рауфу написано, что вот все у нее нехорошо. Дальше. Санация региона не заканчивается, пишут они. Аналогичную деструктивную повестку здесь ведет незарегистрированное сетевое издание «Аспекты Башкортостан», главным редактором которого является Руслан Валиев. Пишут они, в чем они лгали, как минимум, по состоянию на 9 октября, потому что главным редактором был Разиф Абдуллин. С началом мобилизации он бежал в Германию, где работает журналистом в СМИ иноагенте «Эхо». Во-первых, «Эхо» не является СМИ иноагентом, вот это вот Эхо ГМБХ радио, о чем они пишут. Во-вторых, я там не работаю, да, я немножечко сотрудничаю. Опять же, вот вообще в нормальном цивилизованном обществе принято считать, что если какой-то материал журналистский содержит элементы неправды, то весь он отправляется в топку. Так вот, уже, да, по этому принципу данный материал является совершенно непрофессиональным, ложной интерпретацией событий. Сайт «Аспекты Медиа» ранее уже был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Тоже произошло со страницами в соцсетях, это мы знаем, опять же не скрываем. Однако во время протестных акций в Башкирии издание делало упор на развитие YouTube и Telegram-каналов, которые сегодня являются главными рабочими площадками. Так, хорошо. Ранее проведенные блокировки оказали ограниченное влияние на реальную работу аспектов. Согласен. Вообще все, что вы не делаете, друзья мои, все это будет оказывать ограниченное влияние, как вы изволите выражаться. Сам Валиев публично открещивается от статусов руководителя и главного редактора. Однако неоспоримым фактом является юридическая сторона вопроса. Ой, ребята,
Генеральным директором и учредителем ООО «Аспекты» был именно Валиев Руслан Хасимьянович. Ну так был, конечно, я же не скрывал никогда этого. И юридическое лицо до сих пор формально существует, и там я, знаете ли, вы удивитесь, до сих пор являюсь вот этим самым руководителем. Хотя никакой деятельности вот это юрлицо, созданное когда-то ради занятия реальным бизнесом, что ли. Мы хотели продавать рекламу, быть цивилизованным участником рынка. Это не пригодилось, в общем-то, и все. Поэтому какая разница, кто в этом юрлице является там, руководителем или сотрудником? К изданию, собственно, к каналу «Аспекты Башкортостан» оно не имеет никакого отношения. Так, на данный момент «Аспекты» фактически являются филиалом этого СМИ в Башкирии. То есть эхо получается, да, того самого. Удивительно, конечно. Аккумулировала на себя аудиторию заблокированных за проявление экстремизма националистических телеграм-каналов. Боже мой, так приведите примеры, какие телеграм-каналы заблокированы националистические и кто из этой аудитории аккумулировался на аспектах. Для меня просто открытие за открытием происходит здесь, и я удивляюсь. Значит, «Аспекты» вместе с пруфами обеспечили информационное сопровождение протестных акций в Баймаке. И гордимся этим. А как же? Любую гражданскую активность независимые СМИ обязаны что? Освещать, а не информационно сопровождать, как вы изволите выражаться. Значит, дальше тут много чего написано по поводу роликов. Значит, издание Валеева. Опять же, извольте, друзья мои, хотя бы фамилию без ошибки писать, если вы это сделали уже выше, хотя бы один раз верно. Значит, издания Валиева и Рахимовой таким образом стали главными мобилизующими факторами в ходе январских событий. Вот опросить бы людей, да, участников, кто читал до этих событий, до 17 января «Аспекты». Я абсолютно убежден, что из присутствующих на площади про «Аспекты» знало, не более процента присутствующих, уж точно. Потом узнали, опять же, в основном не сами участники, а их родственники скорее, благодаря тому, что издание активно и профессионально освещало всю эту историю. В общем, это была первая часть публикации. Вторая часть, она примерно о том же, что вот сидели в Уралтау на Ленина, однако продолжающаяся русофобия и антироссийская пропаганда сделали свое, из гостиницы «Аспекты» были выселены. Ну, то есть, вот эти вот, с позволения сказать, авторы подтверждают мою гипотезу, что выселение произошло именно по политическим причинам, хотя гостиница утверждала до последнего, что никакой политики, исключительная финансовая деятельность. Ну, окей. Журналист Разиф Абдуллин, тут пишут они, и упоминают, что якобы он являлся одним из основателей башкирской националистической организации «Союз башкирской молодежи». Что неправда, кстати, он освещал их работу в 90-е годы. А даже если это и правда, то это повод гордиться на самом деле. Слушайте, это была официальная структура, созданная президентом лично тогдашним Муртазой Рахимовым. В общем, особую роль издание играет в популяризации беглого иноагента Мурзагулова, работающего со спецслужбами Украины. Опять же, обычные упоминания в новостях они называют популяризацией. То есть настолько вообще сбиты все принципы, знаете ли, логические цепочки, все намешано, свернуто и препарировано вот в лучших, точнее в худших, конечно, традициях той самой пропаганды, которую я не раз упомянул. Также они тут пишут про еще одного деятеля, как они его называют, который якобы относится к аспектам. Это Айдар Ахмадиев, наш бывший коллега, который давным-давно даже в эфирах не появлялся, и не то, что имеет отношение. Потрясающе. При всем уважении и любви, да, к Айдару, в данном случае то, что его приплели, я не знаю, по большому счету это реклама, конечно. Знаете, благодаря таким постам количество подписчиков выросло у фигурантов этого поста, в частности, в Телеграме. Может быть, надо благодарить, но немножечко разобрать все-таки в эфире тоже есть смысл. Также Евгения Коноплина они тут упоминают, который в своих материалах любит использовать такие обороты, как «путлер головного мозга» и «Z-патриот». Прекрасные, слушайте, термины он использует, отражающие.
Как минимум просится признание этих персонажей иностранными агентами для того, чтобы местные эксперты, общаясь с вышеназванными, не имели возможности безнаказанно заниматься антироссийской пропагандой прямо из Башкирии. Ну, это они хотят запретить, де-факто запретить проводить интервью с людьми, кто живет в Башкортостане, с теми самыми нашими экспертами, которые регулярно появляются на канале. Ну, запретят одних, появятся другие. Запретите участвовать людям, ну, скажем, сохраняющим определенную лояльность и какую-то, знаете ли, взвешенность в своих суждениях. Появятся, как вы называете, экстремисты, вот те самые, да, которых вы тут в списке немножечко иногда упоминаете. Свято место, знаете ли, пусто не бывает. Аудитория никуда не денется, она только вырастет, но место тех, кто пытался сохранять определенный нейтралитет, займут люди, настроенные совершенно радикальным образом. Так было всегда, так есть, так будет. Вот эта вот борьба с ветряными мельницами в конце концов приводит лишь к взрыву, так или иначе. Другого вы ничего, друзья, не добьетесь. В общем, вижу ваши комментарии, вижу ваши сожаления по поводу происходящего, но вот такова реальность. Может быть, некоторые решения принимаются излишне как бы рьяно, опережая события, но, знаете ли, такие обстоятельства, когда что-либо советовать и уж тем более как-то осуждать кого бы то ни было, кто связан с независимой журналистикой и принял решение что-то не делать, мягко говоря, язык не поворачивается, нет на это никаких моральных прав. Ни у кого, в том числе и у меня. Вот, друзья, в общем, это такая вот вводная, но длительная часть, поэтому давайте перейдем к другим новостям. Я хотел бы, прежде чем к ним перейти, проанонсировать, что ли, если вдруг не видели, на моем личном YouTube-канале вышел небольшой ролик, совсем маленькое, но все-таки расследование на тему того, как ныне живет сын первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урал Рахимов. Отвечая на некоторые комментарии под видео и отвечая на будущие вопросы, сразу скажу, безусловно, на сегодня главными фигурантами подобного рода расследований должны становиться, деятели нынешнего времени, у которых есть, возможно, активы и как минимум точно есть родственники в зарубежных странах, например, в той же Вене, в столице Австрии. Я снял про Рахимова исключительно из того, что у меня были определенные данные на начало этих съемок. Во-вторых, это все происходило, знаете ли, параллельно с участием в мероприятии в свободное от мероприятия время. Для того, чтобы делать полноценное расследование с изучением сложных и закрытых данных, нужны ресурсы. Вообще, вы должны догадываться, для любых действий нужны ресурсы, так или иначе. Да? Человек не может жить без воды, еды, без средств к существованию. А уж тем более, если проводить расследование, это денег отдельных стоит. Вот эту работу, к большому сожалению, никто никаким образом не спонсирует и не поддерживает. И если где-то я могу за пару часов что-то собрать и снять, это не значит, что я могу то же самое сделать по другому, более важному вопросу. Грубо говоря, по Рахимову я час изучал информацию с помощью знакомого в интернете, потом съездил на место и пару часов провел на месте съемок. Все. То есть это минимальные ресурсы, с максимум затраты личного времени. Хотите получать более качественные и развернутые вещи по глобальным вопросам, давайте тогда хоть все-таки поддерживать. Вот, опять же, напоминаю про плашку. На моем канале также эти ресурсы для поддержки существуют. В общем, давайте посмотрим небольшой фрагмент этого ролика. Я надеюсь, что он вас заинтересует, потому что хоть что-то там любопытное присутствует. Вот. А скоро я к вам вернусь, и у нас есть впереди еще о чем поговорить. Компаний 3 юридических лиц указано как
абстрактный менеджмент, управление. Во всех компаниях лицо, принимающее решение один, скажем, управляющий. Как мне объясняют местные специалисты, это редкость для австрийского бизнеса, практически исключительный случай. То есть обычно бывает минимум 2 топ-менеджера для того, чтобы исключить какие-то неправомерные и неэффективные, может быть, управленческие решения. Ну, то есть это единоличный бизнес Урала Рахимова. У одной из 3 фирм удалось обнаружить стоимость активов. Так вот, стоимость активов по состоянию на сентябрь 2024 года немногим превышает 40 миллионов евро. Это очень большие деньги, разумеется, по меркам обычных россиян, нас с вами. Но, наверное, сумма несопоставима с теми объемами, которые приписываются в качестве выведенных из России. Помните, да, сумма там 3 миллиарда, что ли, долларов? Просто немыслимые какие-то деньги. Буквально в 7 минутах ходьбы от места регистрации находится один из отелей, который принадлежит Уралу Муртазовичу. Шлёс Хотель, то есть замковый отель Румишер Кайзер. Ну, как-то так, наверное, правильно произносить. 1684 года якобы здание. Звезд не вижу, но, в общем, историческое здание, встроенное между 2 другими. Выглядит все очень солидно, дорого, богато. Сложно сказать. Так, ну что ж, вот такой вот фрагментик. Ролик чуть более 8 минут опубликован на моем личном YouTube-канале. Ссылка на мой канал есть в описании к этой трансляции, как и к любой другой трансляции. Опять же, еще раз, да, подготовка этого ролика – это движение по пути наименьшего сопротивления. Так уж сложилось, может быть, даже это надо отдать должное за это Рахимову. Он не скрывает свою фамилию, и его данные есть в открытом доступе в соответствующих ресурсах, где можно найти информацию про юридических лиц. Поэтому, в общем, любой человек может эту информацию найти, пройтись по адресам и сделать то, что я сделал сам. Если, конечно, человек находится физически в этом городе. То, что касается вот того, о чем просят подписчики, и вы уже спрашиваете, вижу, Вадим про дочерей Радия Хабирова пишет, то это, конечно же, намного сложнее. Что-то мне подсказывает, что на них лично никаких активов не зарегистрировано, скорее всего, если, опять же, речь про одну дочь, про старшую, насколько я помню. Если она и замужем до сих пор, то, скорее всего, активы на супруге. Если у самого Хабирова там что-то есть, как предполагают некоторые комментаторы, то, опять же, это будет непростой задачей, которая требует времени и ресурсов. И уж, конечно же, на улице, гуляя, встретить я их, если и мог совершенно случайно, то вероятность была близка к нулю, ну, скажем так, 1 из 10 тысяч шанс, да, был на это. Я абсолютно убежден, что такие чудеса, если и бывают, то редко. Так же, как и самого Урала Рахимова, я здесь не встретил по понятным причинам. Могут и уже начали некоторые комментаторы писать, что вот не вовремя я, значит, пытаюсь накатить бочку на Рахимовых, на клан, и якобы этим самым оказываю неприятное давление на Рауфу Рахимову даже. Хотя, вы знаете, ну это лишь случайное совпадение. Вот ей я шлю всяческие лучи поддержки, и несмотря на то, что мне не очень понравились ее посты касательно оправдания своей позиции, это ни в коем случае не меняет мое отношение к ней как к жертве произвола современного российского режима. Вот, и я в ролике, кстати, упоминаю тот момент, что я верю и считаю правдивыми ее слова о том, что бизнес пруфов всегда был, по крайней мере, в последние годы уж точно исключительно ее делом. И никаких денег дяди, и уж тем более сына дяди там точно не было. Поэтому разговор про Урала Рахимова – это исключительно разговор про Урала Рахимова. Ну, максимум по касательной про его отца. Но и то он уже находится в лучшем мире, Муртаза Губайдулович, я имею в виду. Поэтому все-таки разговор исключительно про самого Урала Рахимова.
И внимательный зритель мог или сможет услышать, наверное, главную мысль в этом ролике, который я озвучиваю в финале, и задаюсь вопросом, а что же он думает по поводу происходящих ныне событий? Потому что его позиция по этим событиям для меня лично является наиболее важным показателем, что ли. В том смысле, что люди, выбравшие сторону света в нынешней войне, на мой взгляд, имеют право на снисхождение, даже на прощение, если хотите, по поводу тех дел, которые они натворили в прошлом. Таких людей практически нет, да, кто реально совершал глупости, а потом попытался перейти на сторону света. Одного товарища мы знаем, его фамилию мы сегодня уже упоминали. Но является ли его пример хорошим примером для других, кто мог бы также переметнуться? Нет, не является, потому что его заклевали, его всячески шельмуют и, мягко говоря, критикуют очень жестко именно те люди, в пользу которых он ведет свою работу в последнее время. Я, конечно, имею в виду Мурзагулова, иностранного агента. В общем, сложная история, как и многие истории в наших эфирах являются сложными, но еще раз я призываю посмотреть ролик, поставить лайк под него, ну хотя бы таким образом поддержать вот эту неблагодарную, к сожалению, работу, которую выполняем, не имея никакого финансирования и никакой поддержки. Я даже не берусь комментировать некоторых наших мыслителей, которые пишут о том, что деньги на расследование про Урал я получаю от Радия Хабирова. Вы представляете? Боже мой, ну тогда, знаете ли, вопрос. Хреново отрабатываю я полученные деньги. Мог бы и покачественнее, знаете ли, работу выполнить. Как-то вот не складывается, судя по всему, у этой деятельности какой-то нормальный тренд. В общем, бредом, конечно же, но он присутствует в информационном поле, поэтому упоминаю такие слова тоже. Вот уже полчаса мы с вами не можем перейти к содержательной части. Давайте дальше все-таки пойдем. Кое-какие важные новости должны обсудить. У нас тут пока все цветет и пахнет, пока открывают вот эту колоннаду никому не нужную. Ну как никому? Есть кому она нужна. Опять же, комментаторы тут же набежали в телеграм-канал «Аспектов», когда новость об этом появилась. Какие комментаторы? Правильные, то есть те, которые начали оправдывать и объяснять, что это прекрасное сооружение, украсившее не только набережную, но и всю башкирскую столицу. В это же самое время дети из нескольких деревень республики не могут попасть в школу из-за разбитых дорог. Автобус отказался их возить после того, как асфальт разбили большегрузой местного предприятия. И это не где-нибудь в глуши, как у нас часто бывает, а это буквально под Уфой в Иглинском районе, в частности, в районе деревень Авангард, Кушкуль и Покровки. Значит, автобусы до Тавтиманова там теперь не ходят. Жалобы на эту ситуацию появились в соцсетях в начале октября, и проблему признала глава администрации района Гюзель Насырова. В общем, как все обычно, но, опять же, надо об этом говорить, об этом констатировать. Взрыв, который произошел в одной из квартир по улице Ладыгина, всполошил общественность в выходные. Опять же, это был взрыв, конечно же, а не никакой хлопок, как об этом написали изначально в МЧС, а потом распространили пропагандисты, которым, ну, даже в таких случаях, ну, неужели не стыдно? Ну, есть же видеоролик, который распространен, и из него можно сделать вывод, если ты владеешь хотя бы какими-то базовыми основами русского языка. Произошел, ребята, взрыв. Именно взрыв выглядит таким образом. Хлопок не выглядит таким образом. Хлопок, знаете ли, это удар хлопушкой по ковру, когда ты его пытаешься вытряхнуть по старинке во дворе многоквартирного дома. Это хлопок. А вот то, что произошло здесь и в большинстве других случаев происходит, это, конечно же, взрыв. Значит, писали про выезд экстренных служб, но также и написали про то, что ни много ни мало уголовное дело возбуждено
в отношении виновного мужчины, который якобы этим взрывом хотел навредить, отомстить соседу, с которым у него возник конфликт. Выводы какие из этого можно сделать? Ну, наверное, особо никаких, обычная бытовая история, хотя в условиях усиления озлобленности, взаимной неприязни таких случаев может быть только больше. Значит, вот, кстати, пропаганда в лице Башинформа, что на эту тему написала, давайте посмотрим. Да, у них прямо в заголовке хлопок, но при этом все хорошо, жители дома вернулись в свои квартиры. Значит, опять же, и не упоминают они в своем заголовке важную деталь, что вернулись не все жители дома, а только первого и второго подъездов по улице Ладыгина, 13/1. Значит, ну и дальше там неважные подробности. В общем, все понятно, да? Будьте осторожны поэтому с соседями, будьте осторожны с газом. Пруфы, кстати говоря, собрали мнение по поводу открытия той самой колоннады. И не только пруфы, сайт УФА-1 также собрал. Мнения противоречивые, но преобладают, конечно же, на мой взгляд, совершенно здравые оценки произошедшего, которые, мягко говоря, не очень радуются появлению этой самой Сухумской, так называемой колоннады на Уфимской набережной. Значит, шоу – это хорошо, господи. Шоу – это хорошо, а когда дадут отопление? Задается вопросом Александра. Лучше бы нам газ провели в деревню, чем ненужную колоннаду, отмечает Рафис. Другой пишет: красиво, со смыслом, а вам лишь бы негатив развести. Уфа вместе с Башкортостаном возрождается и расцветает, считает Алмаз. Вообще, конечно, такого рода комментарии уж очень похожи на обычные пропагандистские штампы, которые используются так называемыми кремлеботами, да, которые сидят на зарплате, и в их обязанности входит хвалить все то, что делается региональной и федеральной властью. Потому что когда человек со своими реальными аргументами приходит в какую-то ветку и спорит, мне кажется, у него все-таки какие-то свои личностные аргументы возникают. Ну, вроде того, что ну, красиво же, ну, посмотрите на лепнину, там будет прекрасный уголочек, где можно будет посидеть, отдохнуть летом, в жару, к примеру, да. Ну, вот какие-то такие. А то, что вот пишут те, кто критикуют, здесь я согласен. Колоннаду для русалок поставили, наверное, написала Оксана, потому что на въезде в Уфу ее не видно вообще. Она имеет в виду с моста, скорее всего. Ну, знаете, радоваться надо, что ее не видно с моста. Если бы она была такой циклопической, что ее было видно аж с моста, то пришлось бы вообще тревогу бить. Значит, набережную оживляют не объекты, а люди, отметил Артур. А чтобы люди пришли, набережная должна быть доступной не только для машин, но и для пешеходов. Пока с нее поднимешься на гору до Конгресс-холла, помереть можно, а ходить из Зеленой рощи мешает трасса. На самой набережной должны быть постоянные активности, а не просто длинный тротуар вдоль воды. Ну, в общем, повторяются абсолютно логичные мысли, в том числе мои, которые на этот счет я раньше озвучивал. Разумеется, эта колоннада никоим образом набережную в Уфе оживить не сможет. Уж извините. Это если бы хотя бы было бесплатным подарком от Абхазии, у которой у самой денег, конечно же, нет, ну, можно было бы как-то терпеть. И то поспорить с тем местом, которое было выбрано. Но, учитывая, что это за республиканский бюджет, совершенно никакого смысла не имеет. И в очередной раз демонстрирует отсутствие вкуса, дальновидности и нежелание общаться и взаимодействовать с профессиональным сообществом у руководства нашей республики. Ну, в лице конкретно ее руководителя Радия Хабирова. Что тут скажешь? К сожалению, это так. Он, конечно, отшучивается, ну, люблю я колоннады. Ну уж извините, если любите колоннады, вы можете выстроить их сколько угодно у себя на приусадебном участке. А портить жизнь многомиллионной республики своей любовью, ну, как бы это совсем не камильфо, и рано или поздно наступит день, все вот эти вот хотелки будут, мягко говоря, ликвидированы, прежде всего потому, что решение об их строительстве принималось кулуарно, единолично, без учета мнения
не просто жителей, но хотя бы даже профессионального сообщества. Я как бы убежден, в этом должно это произойти рано или поздно. Опять же, для того, чтобы другим, в конце концов, неповадно было. Кстати, на тему того, как принимаются решения при благоустройстве каких-то мест, на примере той же Вены на своем канале я выложил ролик и порассуждал на этот предмет. Это действительно важный момент, который на первый взгляд в глаза не бросается, когда мы говорим, что важны демократические институты, участие граждан в управлении своим городом, республикой и страной. Это важно не только с точки зрения выбора лиц, управляющих и принимающих решения. Это важно и при принятии конкретных решений о строительстве того или иного объекта на той или иной территории. У нас ничего этого, разумеется, уже не осталось, ни в каком виде вообще, но нам предстоит это дело вернуть. Зачем общаться с уфимцами, когда есть задача дружить с Абхазией, пишет Ольга Иванова. Прекрасно вы пишете, да. Вообще, действия властей, в том числе республиканских, многих чиновников на федеральном уровне, депутатов из Госдумы, сегодня продиктованы исключительно демонстрацией лояльности хозяину. То есть у них нет задачи угодить избирателю, соседу, каким-то коллегам в прошлом, да, с которыми они работали у себя там на родине. У них одна задача – продемонстрировать лояльность, потому что эта самая лояльность, она может нивелировать, скажем так, все или почти все недоработки, просчеты, какие-то залеты, в конце концов. То есть на сегодняшний день достаточно демонстрировать поддержку внешней политики, поддержку так называемой СВО, и можно рассчитывать на то, что на ваши прегрешения будут закрывать глаза. Вот те, у кого больше в риторике и в поступках таких вот вещей, поддержка, знаете ли, независимости вот этих непризнанных территорий, таких как Абхазия, поддержка СВО, считайте, что у этих людей гораздо хуже дела идут в их основной деятельности. Ну, взять даже глав республик, да, тот же Минниханов в соседнем Татарстане гораздо меньше об этом говорит. Да, наверное, делает тоже немало, да, там тоже большое количество погибших, все это дело у них присутствует, но, по крайней мере, меньше об этом разглагольствует. На федеральном уровне вообще есть, знаете ли, высокопоставленные чиновники, которые, ну, просто исчезли из публичного поля. Возьмем Михаила Мишустина, премьер-министра ни много ни мало. Вообще ни слова от него на эту тему нет, представляете? Создается впечатление, что человек все-таки более или менее эффективен в своей основной работе. Недаром с экономикой в России дела идут более-менее неплохо. И это заслуга вот этих вот теневых, скажем, если хотите, безымянных специалистов, которые направо и налево не кричат о поддержке так называемых наших ребят, но делают свою работу. Хорошо ли, плохо ли то, что они ее делают, можно отдельно рассуждать. Но экономика поддерживается в работоспособном виде. Пенсионеры получают деньги, бюджетники получают деньги, процессы идут, все движется. Тут есть точка зрения, что зря, наверное, все движется. Люди быстрее бы поняли всю ущербность происходящего, если бы с экономикой начались проблемы. Но контраргумент – это вполне себе разумная мысль, что желать проблем с едой, уж извините, да, своим соотечественникам – это неправильное дело, гиблое дело. И тут я совершенно согласен. В общем, возвращаясь к той мысли, вот эти Мишустины, Набиуллины, они есть на любом уровне, они есть и на уровне республиканском, так или иначе. Вот. И они помалкивают, к счастью, они есть. В общем, в будущем, когда придется, я надеюсь, перестраивать всю эту систему, услуги этих людей так или иначе пригодятся, потому что специалистов, к сожалению, не так много. Ну а вот те, кто кричит, как я уже сказал, строит колоннады, это люди, у которых, скорее всего, рыльца в пушку, и им нужно оправдание. Вот.
А завтра узурпатор решит поставить памятник генералу СС Нжде. Уфимцы поддержат? Да, уфимцы поддержат все, что угодно. Ну, как поддержат? Промолчат. Другое дело, что, скорее всего, подобного рода памятник никто не поставит. Хотя, знаете ли, в наше время такие метаморфозы происходят. Иной раз просто-напросто диву даешься. Опять же, это если мягко выражаться. Ой, так, что еще у нас осталось? Ну вот, опять же, в качестве иллюстрации. Вместо того, чтобы решать проблемы реальные, наш мэр уфимский продолжает публиковать посты о том, как он облагораживает очередной пустырь. На сей раз речь про территорию вокруг водонапорной башни, недалеко от памятника Салавату Юлаеву. Территорию уже облагородили, я напомню, и теперь саму башню он анонсирует ремонтировать. Менее чем за 3 месяца нам удалось благоустроить площадку и создать новую точку притяжения для уфимцев и гостей нашего города. Зона отдыха и замечательная смотровая площадка уже полюбились многими. Впереди поэтапная работа по восстановлению самой башни, реставрация объекта с новым смыслом, сохранив историческую значимость, написал глава города. Ну вот вроде хорошо, да, с одной стороны. Хорошо, прекрасно. Вот я был совсем незадолго до отъезда на этой площадке. Она действительно была заброшена, неухоженной, и казалось, что можно в нее вложиться душой и телом. Но, на мой взгляд, это можно делать гораздо эффективнее. Это можно делать за счет денег бизнеса, а не за счет бюджетных вливаний, как минимум. Бюджетные деньги им есть куда, знаете ли, быть направленными. В конце концов, пару остановок в городе доведите до ума. Не вот эти вот стеклянные аквариумы под названием «умные остановки» закупайте, а сделайте хотя бы где-то территорию остановок, соответствующую реальным современным требованиям доступной среды, удобства ожидания, наличия расписания и так далее. Вот ваша обязанность. Я уже молчу о том, чтобы обеспечить транспортом город, а не вот этими 2 бэушными трамваями, пока еще только один, судя по всему, на линии, да? Ну вот чем надо заниматься мэру города. Да, окей, заниматься благоустройством территории башни тоже надо, но с помощью партнерства государственно-частного, муниципально-частного скорее, найдется бизнес, который это все вложит, если у него будет, конечно, возможность окупать свои затраты. Ну так дайте ему эту возможность. Зачем лезть не в свое дело? А я отвечу, для того, чтобы, опять же, пускать пыль в глаза, создавать иллюзию бурной деятельности. Может быть, не побоюсь этого слова, еще и заработать на этом, на собственный карман. Зачем отдавать подряд бизнесмену, который будет экономить реально на каждой копейке, когда можно за бюджетный счет все это дело сварганить, ну и, соответственно, поживиться параллельно. Не знаю, здесь свечку не держал, утверждать не могу, но почему-то опыт подсказывает, что может быть вот и такая мотивация, к большому сожалению. Это всего лишь оценочное суждение, но оно продиктовано жизненным опытом, к великому сожалению. Любят они хвалиться, любят, ох, как любят, пишет Вадим Ахмедзянов в нашем комментарии. Да, именно так. Совершенно, опять же, бессмысленная трата времени и бюджетных денег. Кстати, по поводу трамваев я вот опять же упомянул, не могу не поделиться дополнительной мыслью, что в принципе есть, конечно же, и плюс от приезда бэушных трамваев в Уфу. Ну, в конце концов, кто-то трамваями пользуется и ездит на них даже в том убитом виде, и им будет комфортнее, это раз. Но главное другое, о чем говорил наш транспортный эксперт Олег Арефьев, это увеличение шансов на то, что трамвай как таковой будет сохранен в Уфе. Ну, то есть у тех, знаете ли, интересантов, которые планировали угробить транспортную систему, а такие были, теперь будет меньше шансов это сделать, потому что в городе, смотрите, появляются, ну, условно новый подвижной состав. Но в этих условиях вроде как убивать эту систему не камильфо, да, и есть шанс, что она выживет, эта самая система, в таком хоть и убитом виде, но когда-нибудь наступит час, и ее можно будет обновить. Обновить, реконструировать гораздо проще, чем возводить заново. Есть в мире опыт больших городов, где многие годы надеются
восстановить утраченную трамвайную систему, которую ликвидировали в 70-е годы в надежде, что автомобили все решат, но до сих пор этого сделать не могут. Чаще всего это в США происходит. Европейские города, кстати, везде, где шли этим неразумным путем ликвидации транспортных систем, на сегодня, конечно же, этот путь давно уже остановили и идут обратным путем развития трамвайных систем. Вот в очередной раз убедился в удобстве и эффективности этого транспорта, находясь в Вене. Вообще там транспорт в этом смысле меня намного приятнее даже удивил, чем в Берлине. Есть тому объективные причины исторического характера. Вот. И, в общем, Уфа могла бы выглядеть, если не лучше, то как минимум не хуже, если бы были у нее во главе нормальные специалисты. Вот. Что еще сказать? Я уже не знаю, надо ли упоминать историю праздничных дней конца минувшей недели о том, как оговорился региональный чиновник. В данном случае речь про главу администрации, значит, Сибая, по-моему, да, просто я этого человека не знаю, он новый. В общем, Озерцов, да, зовут человека. Минуточку. Да, мэр Сибая Сергей Озерцов. Он по случаю Дня Республики 11 октября начал довольно необычное поздравление. «Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики», сказал он. Я, кстати, понимаю, что это действительно оговорка, скорее всего, правда. То, что он вот до этого участвовал в похоронах, и поэтому, в общем, привык он говорить слова соболезнования, нежели слова поздравления, и вот получился такой казус. Но этот казус весьма показателен, опять же, да, то есть если человек чаще, чем другими делами занимается участием в похоронах, это о чем тогда говорит? Это говорит как минимум о большом количестве совершенно ненужных и бессмысленных смертей мужчин из нашей республики Башкортостан. Вот. Вадим пишет, что хотя бы раз попробует проехаться на новом трамвае. Проезд, кстати, да, жду ваших этих самых реакций. Хотя я, конечно, смотрел ролики, видно, что трамваи неплохие, вместительные довольно, ну для Уфы, по крайней мере, но их также трясет, также покачивает, с учетом того, в каком состоянии находится рельсо-шпальная решетка в нашем городе. Однажды в Башкирии сообщает о том, что 3 полицейских в Уфе по просьбе мигранта вывезли мужчину в лес, где его избили, ограбили и заставили извиняться на видео. Опять же, источник здесь один, подтверждений нет, но что-то мне в очередной раз подсказывает, что, к сожалению, это может быть правдой. Сначала полицейские затолкали мужчину в машину, применили электрошокер и отвезли в лес, где забрали наличные 200 тысяч рублей и перевели деньги с телефона через мобильный банк 167 тысяч рублей. Инцидент якобы связан с конфликтом на рынке Евразия по дороге в Затон, да, на плодоовощной рынок есть. Конфликт ранее привлек внимание из-за этнических разборок. Это уже не первый случай в Уфе, когда в них втянуты сотрудники полиции, утверждает канал. Прошлой осенью среди мигрантов, устроивших драку с топорами и стрельбой, на рынке в Уфе также оказался 26-летний полицейский. Вот опять же, что тут скажешь? Чем заняты полицейские? Ой. Ну что ж. Благодарю Розалию Свечникову за теплые слова, которые вы никогда не забываете написать в момент трансляции или после. Это уже важно, это уже подстегивает к тому, что работать нужно. Но знаете ли, жизнь такова, что, к сожалению, требуются также и средства. Поэтому я давно этого не делал. Вновь обращу ваше внимание, что аспекты нуждаются в вашей поддержке, особенно сейчас вдвойне. Нужны люди, кандидаты есть, но так или иначе нужны люди, работа которых будет оплачиваться. А любая деятельность, связанная в том числе с журналистикой, с аналитикой, она требует хотя бы какой-то, хоть символической, но оплаты. Сами понимаете, рекламодателей не было и нет, есть лишь ваша поддержка, есть энтузиазм людей, но на голом энтузиазме такие истории долго
поддерживать, к сожалению, невозможно. Поэтому обращаюсь по возможности помогать, если есть такие ресурсы. Ссылки в описании на Boosty и Donation Alerts найдутся. Вот, друзья, ждите. Как минимум, обещаю, что утренние программы на этой неделе будут выходить вовремя и по расписанию, в полном объеме. Что касается дневных интервью, как говорят, следите за анонсами. Возможно, не каждый день, но какие-то эфиры планируются. Спасибо за то, что были со мной в этот почти час традиционный. Извините, если что-то где-то не так, сумбурно и непонятно. Очень сложно бывает про некоторые вещи говорить. Так или иначе, хорошей, успешной трудовой всем недели. И будьте здоровы. До встречи.